О том, как правильно вести себя в грозу, об изменениях платы в транспорте и новых специальностях в Чувашском педуниверситете расскажем в ближайшие полчаса. Это «Местное время», суббота, в студии Мария Никифорова. Смотрите сегодня в выпуске. Жуткое зрелище. Ни лягушек не слышно, ни уток нету, потому что отходы идут неочищенные химические отходы от дома бытовых услуг. И все живое там погибло. Река Аниш в Канаше стала похожа на мутную жижу. Кто превратил водоем в гниющую свалку и есть ли шанс его очистить? Под властью мусора. На территориях муниципальных образований Красночитайского района выявлены факты бездействия администрации сельских поселений. В Красночитайском районе люди жили без мусорных контейнеров, утилизировали отходы самостоятельно, при этом регулярно оплачивали квитанции за вывоз ТБО. Грозовой перевал. Как спастись во время бури и что делать при ударе молнии? Пойти учиться на преподавателя, а при выпуске из вуза дополнительно получить квалификацию специалиста ЖКХ. Какие новые специальности подготовили для абитуриентов в ЧГПУ имени Яковлева, в интервью нашей программе рассказал ректор вуза Владимир Иванов. Оплатить проезд с интервалом в 10 минут. На этой неделе в использовании банковских карт в общественном транспорте произошли изменения. Повторный платеж можно будет осуществить только через 10 минут. Например, если в автобус зашли мать с ребенком, то проезд за одного человека можно оплатить банковской картой сразу, а за второго только через 10 минут, либо приготовить наличные. В Минтрансе республики поясняют, мера эта временная и связана с тем, что появилось большое количество жалоб на двойное списание средств за поездки. Ограничение будет действовать до выяснения обстоятельств и решения проблемы. В ведомстве подчеркивают, что это касается только банковских карт и при условии проезда на одном автобусе или троллейбусе. ЕТК можно использовать в прежнем режиме. В республике продолжают следить за ценами на социально значимые товары. В Министерстве экономического развития Чувашии отмечают, больше всего за первое полугодие подорожали плодоовощная продукция, пшено, гречка, мороженая рыба и чай. У роста цен есть свои причины. Те товарные позиции, которые имеют тенденцию к росту, они связаны в первую очередь с повышением цен производителей, которые расположены в других регионах, а также ценами поставщиков. В ряде случаев повышение цен связано с изменением логистики, сложной логистикой и отсутствием крупных оптовых складов по данным товарным позициям в Чувашской республике. Повлиял на подорожание продуктов и рост цен на бензин, отмечают в Доме правительства. В целом же в республике сложилась благоприятная по сравнению с другими регионами ситуация для потребителей. Например, хлеб и сыр – самые дешевые в Приволжском федеральном округе. Второе место по дешевизне в ПФО занимают колбаса полукопченая, макаронные изделия, пшеничная мука и сметана. Кроме этого, заметилась тенденция к снижению цен на сезонные продукты – картофель, капусту и лук. Мусорная реформа в Чувашии идет уже больше полугода, но в некоторых районах проблему это не решила. В Красночитайском районе, к примеру, все это время людям самостоятельно приходилось решать коммунальные трудности. В селах не было даже контейнерных площадок. Местные сами утилизировали отходы. При этом за все неудобства им приходилось еще и платить. Квитанции за вывоз мусора людям приходили регулярно. На проблему обратила внимание прокуратура Красночитайского района и вышла с иском в суд к администрации сельского поселения. На территориях муниципальных образований Красночитайского района выявлены факты бездействия администрации сельских поселений, выразившиеся в непринятии мер по установлению 152 контейнерных площадок на территории района, предназначенных для накопления твердых коммунальных отходов. Реке Аниш в Канаше требуется экстренная помощь. По мнению экспертов Общероссийского народного фронта, эту территорию уже можно назвать зоной экологического бедствия. В мутной жидкости, которую теперь уже сложно назвать водой, половина таблицы Менделеева. Но самое страшное, что все это поступает в водозабор, откуда в город попадает питьевая вода. Кто довел реку до такого состояния и есть ли шанс избежать экологической катастрофы, выясняла наша съемочная группа. Картофельная лампа. Вот. Кто-то из местных, видимо, пользуется. В общем, тут теория разбитых окон. Если не убирать, то эту свалку потом будет только увеличиться в объемах и масштабах. Впрочем, еще больших масштабов свалки река Аниш может и не выдержать. Некогда живописное место всего за пару лет превратилось в жуткое зрелище, говорят местные жители.
Здесь находится исток реки Аниш. 2 года назад здесь утки водились, лягушки квакали. А нынче ни лягушек не слышно, ни уток нету, потому что отходы идут неочищенные химические отходы от дома бытовых услуг. И все живое там погибло. Проблемы здесь начались 2 года назад, вспоминают местные жители, когда рядом с рекой начали строить дом бытовых услуг. И все бы ничего, но здание расположено в водоохранной зоне, а согласно Водному кодексу, в такой близости от водоемов никаких построек быть не должно. Кто дал разрешение на строительство – вопрос, причем даже для самих чиновников. Это было до меня. Я сейчас, к сожалению, не могу это комментировать. Река Аниш – это крупный правый приток Волги, который впадает в Куйбышевское водохранилище. По пути дорога в лес, куда местные приходят на пикник и на месте оставляют мусор. Плюс гаражные кооперативы, которые, кстати, тоже построены в водоохранной зоне. Плюс несанкционированные свалки. Экологии только минус. Пройдя вдоль всех этих территорий, мы видим, что, к сожалению, проблема давняя, застарелая. То есть и здесь, и, конечно, претензии к самим собственникам этих гаражей. Да? То есть мы видим, что тут и канистры, и запчасти от автомобилей. То есть имея в собственности гаражи, то есть люди все это выбрасывают, и видно, что годами и годами захламляли всю эту территорию. Вода вот загрязненная попадает в реку Ута, а из реки Ута попадают водозаборы. Население загрязняет, потом эту уже воду пьют. Активисты ОНФ работали здесь накануне, и ситуация была еще хуже. По словам экспертов ОНФ, еще накануне здесь были горы мусора. Видно, что перед приездом нашей съемочной группы здесь наспех начали наводить порядок. Вот, к примеру, видно, что недавно здесь работал экскаватор. И учитывая, что грунт снесли в сторону реки, эксперты ОНФ предполагают, что все отходы были выброшены именно в водоем. Отвратительный запах гнили распространяется на десятки метров, а рядом детский сад. Экологи говорят, что ситуацию настолько запустили, что на ликвидацию загрязнения и восстановление водоема уйдет около 5 лет. Чиновники пообещали, что подготовят проектно-сметную документацию, чтобы войти в федеральную программу по очистке реки, и до 1 сентября снесут гаражи. Мария Никифорова, Вадим Владимиров, Вести, Чувашия. Почти 400 миллионов рублей в этом году из бюджетов разных уровней направят на реализацию в Чувашии проекта формирования комфортной городской среды. За лето должны преобразиться 31 двор и 30 общественных пространств. А это новые скверы и парки, площадки и детские городки. Благодаря проекту формирования комфортной городской среды благоустраивают не только города, но и села. За ходом работ следят общественники и представители Минстроя Республики. На этой неделе они отправились в Чебоксарский район. Центр деревни Новые Тренькасы давно требовал реконструкции. Еще в начале лета здесь была трава да старенький тротуар. Теперь почти как в городе. Заасфальтировали проезд, укладывают плитку. Обновление сельского центра в самом разгаре. Если перед памятником погибшим в Великой Отечественной войне будет просторная площадь, то за ним место, где можно поиграть ребятне. Благоустройство еще не завершено, а дети уже облюбовали установленный игровой комплекс. После завершения благоустройства на детской площадке будет песок, а на спортивную площадку напротив насыплют дополнительный грунт и утрамбуют его. Проверяющие отметили, на будущее такие современные городки лучше устанавливать на прорезиненное покрытие. В дождливую погоду оно комфортнее. Общая стоимость, направленная на благоустройство этого села по программе формирования комфортной городской среды, составит 4 миллиона 800 тысяч рублей. Подрядчик придерживается графика работ. Отремонтировали уличное освещение и, конечно же, мелкая архитектура, это скамейки будут установлены дополнительно. Я думаю, это будет одной из самых главных наших достопримечательностей деревни Новые Тренькасы. 31 августа мы уже здесь, в канун 1 сентября, будем проводить открытие данной общественной территории. А это площадь в центре села Атлашево. По программе формирования комфортной городской среды место благоустроили еще в прошлом году. В этом занялись соседним спортивным городком. Здесь благоустроят 2 параллельные дорожки. Беговую со специальным резиновым покрытием и рядом асфальтовую шириной 2 метра, чтобы дети могли кататься на роликах и скейтбордах. Этим летом здесь появится футбольное поле и волейбольная площадка, новые урны и скамейки. На все почти 4,5 миллиона рублей. На данном этапе пока о проблемах говорить рано, наверное. Мы работы только начали, работы ведутся. Я думаю, подрядчик успеет к сроку, все в порядке будет.
А вот к этому скверу у проверяющих вопросы возникли. Представители Минстроя и общественники отметили, подрядчику нужно обязать исправить работу, чтобы на новой плитке не скапливалась вода и горожанам не приходилось скакать по бордюрам. Валентина Алексеева, Никита Углев, Вести Чувашия. В Чувашии продолжается приемная кампания в высшие учебные заведения. Выпускников ждет 2300 бюджетных мест. Практика показывает, что интерес абитуриентов к некогда популярным специальностям – это экономист, юрист, менеджер – начал постепенно падать. И вчерашние школьники стремятся попасть и в педагогический вуз. Чем вызван такой интерес и о чем нужно помнить, подавая документы в университет? В интервью нашей программе рассказал ректор ЧГПУ имени Яковлева Владимир Иванов. Владимир Николаевич, на протяжении нескольких лет в школах страны была острая нехватка кадров, а выпускники школ педагогические вузы обходили стороной. Вот сейчас ситуация поменялась? Востребованность педагогической специальности, она временами меняется в зависимости от спроса на педагогические кадры и внимания государства к педагогам. Изменение зарплаты и какие-то другие стимулы, естественно, социальные выплаты, социальные гарантии играют роль при выборе профессии наших абитуриентов. Конкурс, он высокий, и среди вузов Чувашской Республики педуниверситет занимает самый высший уровень конкурса, и средний балл самый высокий. А какие направления сейчас интереснее всего абитуриентам? Традиционно конкурс высокий на иностранные языки. Там самый высокий конкурс, и, соответственно, туда уже очень огромное количество заявлений. Потом идут конкурсы, как ни странно, на ФФК, как мы называем, факультет физкультуры. Физкультура и спорт очень востребован в обществе. Вы знаете, внимание сегодня общества к здоровому образу жизни, и, соответственно, нужны специалисты как в школах, так в области спорта, так и в дополнительном образовании. Поэтому, соответственно, сюда возрастает конкурс. И самое примечательное, к нам поступает не только кто хорошо состоялся в спорте, а кто получает, не только состоялся, а еще получает аттестаты с отличием. То есть это тоже показательно. То есть средний балл поступающих на физкультурное отделение из года в год растет. Владимир Николаевич, хочу затронуть так называемое целевое обучение. Я так понимаю, что в этом году какие-то изменения в этой области произошли? Да, в этом году произошли существенные изменения, потому что с этого года нет целевого приема. Изменилась форма взаимоотношения работодателя с абитуриентом или со студентом педуниверситета. Сегодня заключается соглашение между выпускником или студентом педуниверситета и выпускником школы, которые к нам поступают, с администрацией, и администрация несет финансовую, в том числе, ответственность, и в том числе студенты несут вместе ответственность за получение специальности и трудоустройства. Если по каким-то причинам студент не пойдет на работу и не трудоустроится, всю сумму или студент, или работодатель должны будут вернуть педуниверситету. А раньше было был какой? Это была, по большому счету, лазейка для внеконкурсного поступления или для поступления с меньшими баллами в педуниверситет. Это вот, наверное, если грубо сказать. А на самом деле идея была тоже такая же: найти выпускника школы, с ним заключить соглашение, чтобы он на льготных условиях поступил в педуниверситет, получил специальность и вернулся в школу. Но эта система не работала, и поэтому вот изменили жесткие требования, выставляются сегодня к этой схеме. Но эта система, она была направлена на то, чтобы спасти от кадрового дефицита села, правильно? Деревни? Не столько, наверное, даже и спасти, а сколько целенаправленно готовить будущего абитуриента с первого курса до последнего для того, чтобы он вернулся в школу, кто его направил, и, соответственно, там отработал 3 года. Владимир Николаевич, а что касается платной формы обучения, какие самые дорогие направления у вас в вузе? Такие направления подготовки, как художественно-музыкальное образование. Это достаточно дорогое, скажем так, удовольствие для вузов. Стоимость обучения здесь достаточно высокая, и не все сами студенты, и не все работодатели могут себе позволить и заказать, и, соответственно, оплатить эту учебу. Здесь еще учат менеджменту, юриспруденции. Я правильно понимаю, что выпускник вуза может работать не только в детских садах и школах? Но выпускник вуза может работать не только в детских садах и школах, вы правильно сказали. У нас есть направления подготовки, которые вроде бы и связаны со школой, но дают возможность более широко реализоваться нашим выпускникам в разных сферах деятельности. В частности, техносферная безопасность, как мы говорим, это вот МЧС нас с удовольствием опекает, мы с ними, как работодатель, с нами они работают. Соответственно, наши выпускники готовятся для работы в системе внутренней МВД, и в том числе
психологической службе у нас очень хорошее представлено направление подготовки именно в области психологии, а там, где есть деятельность, профессиональная деятельность человека с человеком, там психология присутствует, в том числе, например, такое направление подготовки, как сервис недвижимости. Казалось бы, далекое от педагогики, но на самом деле в основе этой профессии все равно лежат человеческие отношения. Поэтому эти направления подготовки не связаны даже со школой, востребованы. И, кстати, ведь самое ключевое, важное, студенты, которые учатся даже на других факультетах, выбирают в качестве дополнительного образования, второго диплома, вот эти направления, потому что это дает возможность устроиться в разных сферах нашей деятельности. Сколько выпускников педуниверситета идут работать по специальности? 80% идут на работу, из них 80% из общей численности, кто устраивается, тоже идут по специальности, полученной специальности. Это хороший показатель, мы считаем, потому что там еще есть некоторые нюансы, которые в этом году, я надеюсь, поправят. Например, не учитывается выпускник вуза, который пошел в армию. То он тоже трудоустроен, он работает на государственное обеспечение безопасности. Потом девушка, которая родила ребенка, вышла на декретный отпуск, тоже не учитывает. Вот эти факторы, конечно, влияют на трудоустройство. Если все это вместе суммировать, конечно, это больше 85%. Что касается продвижения вуза в социальных сетях. Я знаю, что есть группы вуза в разных социальных сетях, и даже есть так называемый хэштег. Это Иван Яковлевич рекомендует, да, правильно? Да, есть такое. Это сейчас необходимость в наше время или это вот своеобразное такое развлечение студентов? Я тоже вначале думал, студенты развлекаются, а потом, когда я увидел в социальных сетях, какие репортажи они делают, я понял, что это достаточно серьезно. И вот буквально на прошлой неделе мы с этой группой инициативных наших студентов встречались, и они меня убедили, что это очень серьезная работа. Это очень серьезное направление, когда студентов информируют, правильную информацию, достоверную информацию они пытаются донести. И они занимаются, мне даже так кажется, профессионально. Хотя они по профессии готовятся в разных сферах работать, но они к этой своей работе, дополнительной работе, по вечерам в том числе, относятся очень серьезно. И это не просто продвижение вуза, это, конечно, самореализация, прежде всего, студентов. У них глаза горят, они это делают с удовольствием. И они даже мне рассказывали, что какая была мощная, хорошая практика для них вот этот год. И, наверное, вот то, что студент реализовался в другой сфере, непосредственно не связанной педагогической или не связанной будущей сферой педагогической деятельностью, это для студента очень важно. Это развивает, это дает адреналин для того, чтобы саморазвитие наступило у него еще круче. И я благодарен вот медиагруппе, которая объединяет более 30 студентов, и в этом году они даже договорились, что в следующем году они более профессионально сделают студию и будут выходить своими короткими репортажами в социальных сетях. Это у вас здесь своя телестудия есть? У нас есть своя студия. Студенты, которые включились в медиагруппу, снимают видеорепортажи, снимают разные форматы, выставляют разную информацию, притом это делают достаточно доступно для молодежи, которая сидит сегодня в разных социальных группах, и они вот в этих группах участвуют. Это делают они не ради того, чтобы себя пиарить даже, я об этом еще особо хотел подчеркнуть. Они просто хотят показать самых лучших студентов, самые лучшие эпизоды студенческой жизни. Они хотят проблемные какие-то вопросы поднять. Наверное, вот эта социальная активность и не безразличие гораздо важнее всех остальных моментов. Поселок Первомайский Алатырского района стал местом притяжения духовенства и паломников. Здесь православные верующие отметили День новомучеников и исповедников чувашских. Дело в том, что на этой земле находится самое массовое в республике захоронение репрессированных. Их память почтили соборной литургией. История чувашского Бутова в нашем репортаже. С иконой новомучеников и исповедников чувашских священники, родственники репрессированных, паломники и прихожане храмов прошли крестным ходом из поселка Первомайского на Лесную Поляну. Это был последний путь узников колонии, которые умирали от непосильного труда, голода и болезней. Они жили в поселковых бараках, работали на лесоразработках, а хоронили их здесь, в лесу, на лагерном кладбище. Местные жители всегда знали, что в этой земле безымянные могилы. Территория была известна как 5-й участок. Здесь у меня умер прадедушка Еливанов Никифор. Вот. Это было где-то в годах 38-37. Здесь, в Алатырском районе, еще 90 лет назад погиб мой прадед.
который был репрессирован по политическим причинам. Дед Сафронов Алексей Митрофанович за богатство его раскулачили и привезли сюда колонию и стреляли. И таких историй не счесть. Здесь лежат тысячи безвинных жертв, пострадавших за веру во время сталинских репрессий. В Первомайской колонии в 30-е, 50-е годы погибло 100 с лишним священников, множество монахов и церковнослужителей. 4 уже прославлены церковью в лике святых. Преподобно-мученики Игнатий Лебедев и Тамара Сатси, священномученики Дмитрий Воскресенский и Михаил Самсонов. Мы никогда не должны забывать, в первую очередь, свои трагические ошибки. Для того, чтобы их исправить, хоть как-то исправить, и отдать дань памяти тем людям, тем священникам, которые здесь погибли за веру, простым людям, мирянам, которые просто думали по-другому, чем было принято в то время, и хотели жить так, как жили их предки, как жили их родители. И если мы сейчас вот эту память будем хранить, то, наверное, эти ошибки можно будет избежать. И утверди, его же насади, десница твоя. Память всех совершали здесь. Торжественную литургию возглавил митрополит Чебоксарский Чувашский Варнава. У владыки репрессированы дед и отец, поэтому, несмотря на свой солидный возраст, а ему 88 лет, он всегда старается быть на соборном богослужении в Первомайском. Вместе с ним молились священники и паломники, приехавшие со всей Чувашии. Молились за всех, кто остался несломленным в годы гонений, и за сегодняшнее поколение, чтобы не повторяло страшных ошибок. Мы были здесь, наверное, в самый первый раз, когда еще только здесь ничего не было, никакой часовни, просто лес и дорога рядом. Вот. И сейчас мы видим, что насколько все-таки стараются наше духовенство, построили часовню. Еще несколько лет назад в память обо всех погибших у тропы, ведущей на кладбище, установили поклонный крест. У сохранившихся на Лесной поляне могил отслужили литию. Скорбно окунаться вглубь того исторического времени, тех событий, которые в нем происходили, говорит протоиерей Владимир Теплов. Он много работает с архивами и ратует за то, чтобы это место стало памятником историко-культурного наследия, с тем, чтобы создать здесь мемориал. Речь идет о том, чтобы создать место всеобщего нашего республиканского почитания этих людей. Комплекс этот состоит из 2 частей: мемориала на тюремном кладбище и храмового комплекса в поселке, где, собственно, содержались люди и вели хозяйственно-производственную деятельность. Сейчас в поселке возводится храм. Чтобы собрать средства на строительство других объектов, одних усилий духовенства будет недостаточно. Нужно объединиться. Поддержку обещают депутаты Государственной Думы. Рассмотрим все возможные варианты, я об этом уже не раз говорил, и с главой республики, исполнительной властью, и с церковью. То есть мы это просто должны сделать во имя будущего поколения и в память тем, кто сегодня лежит на этой опоенной горем земле. Сколько их лежит здесь, никто точно не знает. Впереди большая работа по возвращению честных имен репрессированным. Нужно восстановить историческую справедливость по отношению к безвинно осужденным. Никогда не закрывать этой страницы прошлого страны и судеб невинных жертв. Лидия Галактионова, Михаил Солин, Вести, Чувашия. Уже неделю в Чувашии стоит прохладная погода, и не только льют дожди, но и с непривычным постоянством бьют разряды молнии. И все это в разгар сезона отпусков. Как себя вести, если гроза застала вас врасплох? Об этом репортаж Екатерины Храмкиной. Вероятность попадания молнии в человека равна 1/10-миллионной, говорят ученые. Но даже при таких ничтожных шансах молния ежегодно губит десятки людей по всей России. Самый опасный момент наступает тогда, когда гром гремит сразу же после вспышки молнии. Это значит, что грозовое облако уже прямо над вами. Часто природное явление оказывается причиной возгораний.
Из-за ударов молнии только за последние полгода в Чувашии зарегистрировано 7 пожаров. Один из них произошел в прошлое воскресенье в столице республики. По улице Куприянова из-за удара молнии вспыхнула крыша частного дома. Таким же образом загорелись дома, бани и постройки в Красночитайском, Урмарском и Марпасадском районах Чувашии. При этом синоптики предупреждают, в ближайшую неделю грозы местами будут повторяться. В ближайшую неделю власть над погодой у нас будет принадлежать циклону. Пройдет серия циклонов. Ясное дело, в каждом циклоне есть система фронтов. А все грозы у нас практически связаны с системой фронтов. И при прохождении мы ждем практически каждый день местами по республике грозы. Тем временем не все знают, как следует действовать, если отзвуки грозы уже слышны. Грозу, не стоять под деревьями и рядом с металлическими предметами. А если вы рядом с водой или отдыхаете на пляже, купаетесь? Можно в воду зайти, я думаю. В воде теплей. Так, а вы как думаете? Я не знаю, нет, честно. Молния – это заряд в несколько миллионов вольт, но он подчиняется законам физики, а значит, есть возможность себя обезопасить. Как правило, в городе на крышах многоквартирных домов уже установлен громоотвод. В частных домах это ложится на плечи владельцев, и некоторые им пренебрегают. Однако, независимо от его наличия, лучше отключить все электричество и электроприборы, а также телефоны и гаджеты, и не выходить на улицу, пока погода не наладится. Также у нас еще бывают и шаровые молнии, которые, если в квартиру, в частные жилые дома попадают, обычно через открытые двери, окна. То есть поэтому необходимо окна перед грозой все закрыть, чтобы она не залетела. Ни в коем случае нельзя какие-то движения осуществлять при шаровой молнии, иначе она даст свой разряд электрический. Заядлые рыбаки могут столкнуться с тем, что гроза застанет их врасплох прямо в лодке посередине водоема. В таком случае необходимо быстро причалить к берегу, сойти с судна и переждать непогоду подальше от воды. Длинную металлическую удочку с собой лучше не брать. Купающиеся тоже должны помнить о правилах безопасности. Уже были такие случаи, когда действительно людям попадало в золотые цепочки, мы знаем, металл притягивает вот эти молнии, и действительно людей убивало. То есть, если мы увидели, что надвигается гроза, необходимо быстро выйти из воды и уйти на достаточно большое расстояние. То есть, это примерно хотя бы метров на 100. Если же вы пешеход, то главное не стоять под одиноко растущими деревьями, держаться подальше от металлических конструкций и линий электропередач, снять с себя все украшения и выключить мобильный телефон. Затем выбрать небольшие кусты и присесть там на корточки, однако ни в коем случае не ложиться на сырую землю. Если молния ударит рядом, заряд может пройти через ваше тело. А лучше всего сразу зайти в ближайший магазин или подъезд. А вот если вы велосипедист или мотоциклист, вам следует остановиться, уложить свой транспорт на землю и переждать грозу в метрах 30 от него. Автомобилистам же повезло больше. Они могут чувствовать себя в грозу в безопасности. Главное – закрыть все окна и заглушить двигатель, оставаться в машине. По данным Чувашского гидрометцентра, всю неделю в республике ожидаются дождь и грозы. Но есть и хорошая новость. Уже со следующей среды температура начнет повышаться до 25 градусов и выше, а количество осадков уменьшится. Екатерина Храмкина, Семен Антонов, Вести, Чебоксары. А сейчас с короткой строкой о событиях, без которых картина недели была бы неполной. В чебоксарских дворах снова появятся видеофиксаторы «Паркон». Они будут следить за тем, как паркуются автомобилисты. Те, кто оставляет свои машины на детских площадках, газонах и цветниках, получат штраф. Для физических лиц от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных от 2 до 5, для юридических от 5 до 20 тысяч рублей. На этой неделе в Чувашии на 4 десятка выросло количество репортеров, корреспондентов и обозревателей. Выпускники кафедры журналистики ЧГУ получили дипломы о высшем образовании. И впервые это событие произошло в стенах нашей телерадиокомпании. В ближайшие годы в Чувашии планируют ввести в эксплуатацию 4 новые школы. Образовательные учреждения появятся не только в столице республики, но и в Ядрине и Козловском районе. Это поможет решить проблему второй смены. Такой была эта рабочая неделя. Сейчас эфир канала «Россия» продолжит программа «5 на 1», а в 11:20 о спортивных событиях республики расскажет мой коллега Вячеслав Ильин. Ну а я желаю вам хороших выходных. С вами была Мария Никифорова. До свидания.